Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 22 июля 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Отношения, работа, финансы и итог дня. Так, и будем подсказывать на цыганской колоде. Итак, туз чаш у нас выпадает как карта дня. Замечательная карта, когда у нас просто на подъеме настроение, силы, у нас открываются возможности в отношениях, в работе, в творчестве. Просто замечательное время для самореализации, для начала каких-то важных дел. Будет сама жизнь помогать в том, чтобы начинать что-то новое. Замечательная карта для семьи, для работы, для того, чтобы, может быть, что-то приобретать, то, что мы долгое время хотели, да, вот это вот действительно такой избыток чувств, счастье, да, вот замечательное время, но его нужно еще уметь как бы ухватить, скажем так, да, правильно использовать. И так как у нас все тузы это шансы, это, конечно, знаете, такое очень сильное энергетическое состояние, когда нас просто тянет что-то такое сделать, да, вот, что принесет нам удовлетворение, счастье. Но все-таки мы очень часто даже и тому, что как бы идет само к нам в руки, да, мы можем противоречить, мы можем от этого отказываться. То есть вот смотрите, все, что будет очень сильно хотеться сегодня, будет вызывать какой-то эмоциональный отклик, это все к лучшему, это все на благо. Вот нужно обязательно на это реагировать, нужно обязательно включаться в процесс, начинать отношения, знакомства и так далее, и так далее. В общем, все, что сегодня открывается для нас, это все на благо. Это все в будущем принесет большие такие хорошие плоды. И у нас карта такого подтверждения выпадает старший аркан Колесница. Колесница – это всегда быстрый такой переход, выход на новый уровень. То есть если мы воспользуемся ситуацией сегодня, то мы можем получить действительно большие результаты. Мы можем оказаться там, где даже, может быть, и не мечтали. Да? Это может быть и переезд, это может быть новая должность, это может быть замужество, женитьба, решение вопроса с детьми. В общем, выход из какой-то сложной ситуации вдруг появится. В общем, замечательный день такой. А также, что будет мешать у нас? Шестерка Пентаклей, она говорит о том, что мешать будут какие-то долгие размышления, выбор, что сделать, да. В общем, подсказка должна быть какая? Вот у вас душа откликается на то, что вам предлагается, вот значит, туда и нужно идти. Если появились какие-то сомнения, да, значит, это уже не нужно. То есть не нужно даже давать себе как бы время для сомнений. Вот сразу пришла возможность сразу ее использовать. Не нужно думать, не нужно выбирать. Теперь еще вот эта карта, знаете, часто говорит о том, что мы ставим себя на второе или на последнее место после, допустим, своих близких людей, да, членов семьи, детей. Может быть, в коллективе у нас все люди как бы приоритетом пользуются, а мы уже последние, да, в этой очереди. Так вот, карта говорит, что это плохо. Сегодня, именно сегодня, нужно ставить все свои желания на первое место. Обязательно. Вот если действительно вам хотелось когда-то чему-то научиться, раскрыть свои таланты, способности, вот нужно делать это незамедлительно. И даже если вас будут отговаривать, да, даже если будут стараться как-то вмешиваться в этот процесс, все-таки нужно выбирать вот себя, свою самореализацию, свои желания и так далее. Потом уже, да, подумайте о других людях. Естественно, мы же не будем думать только о себе. Но я имею в виду, что в вопросах чего-то нового, какого-то начала, вот нужно ориентироваться на себя и не советоваться с другими людьми, да, только чувствовать, хотите вы сами этого или не хотите. То есть чувствовать себя, свою интуицию и так далее. В отношениях у нас семерка жезлов. Карта говорит о том, что вы будете действовать со своим партнером и, скорее всего, с членами вашей семьи в одном направлении. Как будто у вас появляется какая-то общая цель, значимая для вас. Может быть, вы будете как бы ответственные, да, вы будете
может быть, инициатором того, что будет в ваших отношениях происходить, но это действительно выведет ваши отношения на какой-то новый уровень. Вообще у нас семерка жезлов, карта очень хорошая. Она говорит о том, что у вас, скорее всего, появится возможность осуществить какое-то желание. Может быть, кстати, это личное желание, и оно отражается на семье, а может быть, это ваше общее, да, то есть это может быть и поездка какая-то, и отдых, и самореализация в плане деятельности, это может быть решение каких-то важных вопросов, связанных там с работой, с инвестициями, деньгами, своим делом и так далее. То есть очень много здесь вариантов может быть. Для тех, кто в поиске партнера, вот как раз есть возможность сегодня действительно показать себя, обратить на себя внимание человека, которому вы понравитесь, который захочет с вами познакомиться, строить отношения и так далее. То есть он как-то выделит вас из других людей, выделит вас из, скажем так, из толпы, да. А теперь, что ждет тех, у кого уже есть отношения? Выпадает Джокер. Действительно, день полон неожиданностей. Действительно, вот те возможности, которые будут представляться, они, скорее всего, будут шоком не только для вас, но и для ваших близких. И, скорее всего, может быть, придется спорить, да, может быть, придется принимать какие-то кардинальные решения, может быть, отстаивать свою свободу, скажем так, да, то есть у каждого в отношениях все равно есть какое-то личное пространство, есть общие цели семейные, партнерские, а есть цели, которые у нас есть лично у каждого, да, так вот, придется, скорее всего, повоевать за свое личное пространство, за осуществление своих личных желаний, за развитие и так далее, и так далее. Или, может быть, вы просто получите возможность, допустим, поехать на отдых, да, и, может быть, это будет совместно с партнером, и, может быть, вам придется его как-то уговаривать, договариваться, да, либо, может быть, у вас появится возможность в одиночестве поехать, и партнер будет против, то есть, какие-то такие сложные моменты могут возникать. А также карта говорит о том, что вы можете для большого количества людей что-то сегодня сделать или организовать что-то, может быть, праздник какой-то организовать, и вы будете как бы в центре внимания. А также карта говорит о том, что, может быть, какая-то информация неожиданная приходит через интернет, через сети, может быть, какое-то предложение очень важное для вашего партнерства, да, какое-то предложение, может быть, это предложение о работе, да, но любая работа, она все равно влияет на отношения. То есть что-то такое новое, интересное вы сегодня можете узнать, то, что разрушит как-то привычную вашу жизнь, и вам придется здесь договариваться, что-то менять. В общем, много потратить энергии придется на вот обновление. А для тех, кто в ссоре, шестерка червовая. Карта говорит о том, что вы обязательно помиритесь, вы обязательно будете вместе. Может быть, не сегодня, да, может быть, особенно если вы недавно поссорились, да, то, может быть, лучше отложить на какой-то период примирения и хорошенечко все обдумать. Если же вы давно поссорились, то, значит, наоборот, сейчас пришло время для того, чтобы помириться. Работа. Выпадает карта сила, замечательная карта для работы. Это значит, что вы будете справляться со всеми делами, которые на вас возложены, или, может быть, будете успешно управлять коллективом, или, может быть, даже кому-то будет предложена новая должность управляющая. Ну, в общем, карта очень хорошая, успешная, когда мы действительно можем показать себя и свои способности. Для тех, кто в поиске работы, девятка пиковая, карта говорит о том, что будет какая-то сложность, может быть, ситуация как-то стабильна, да, вот, допустим, вы уже сколько времени в поиске работы, вы очень много сил и времени туда вкладываете, но пока что ситуация с места не трогается, но это вам только кажется, то есть это, знаете, как накопление энергии такое идет. Карта говорит о том, что, возможно, сегодня придется вам проявить настойчивость, решительность какую-то.
да, вот как-то сдвинуть с места вот то, что никак не поддается. Тем более вот в сочетании с этой картой вы действительно можете сегодня получить какую-то новую возможность, но для этого нужно приложить усилия. Может быть, согласиться на что-то непривычное для вас. А теперь, что ждет тех, кто уже имеет работу? Дама трефовая говорит о том, что у вас могут быть какие-то трудности, да, может быть, кто-то будет вами манипулировать, или, может быть, просто какая-то сложная работа, и вам нужно будет здесь справляться. Для тех, у кого свое дело, шестерка бубновая, карта говорит о том, что новые возможности открываются, какие-то решаются ситуации какие-то сложные, приходят люди, которые могут вам помочь разрешить какие-то ситуации сложные, какие-то просто возможности для вашего бизнеса, для развития, для усиления. Также карта еще может говорить о том, что какие-то надежды у вас появляются, какие-то положительные результаты. Все, что было, в общем, сложно, все, что было трудно, оно, наконец, разрешается. По деньгам выпадает рыцарь Пентаклей, карта очень стабильная, то есть здесь вам не стоит беспокоиться за деньги. Если вы должны были сегодня получить какую-то сумму, вы ее получите. Здесь каких-то больших прям денег нет, но все очень стабильно и как бы достаточно всего, да. Для тех, у кого зарплата восьмерка червовая, может быть, даже будет какой-то приход денег неожиданный, может быть, от членов семьи, допустим, да, как подарок может прийти. Может быть, вы будете деньги тратить на искусство, может быть, на какие-то развлечения. И, в принципе, карта говорит о том, что вот о деньгах вы сегодня не будете беспокоиться. Скорее всего, на домашние какие-то, ну, на близких людей будете тратить и на, может быть, предметы каждодневного обихода. А теперь для тех, кто зарабатывает своим делом. Король пиковый. Карта говорит о том, что у вас есть возможность сегодня, знаете, как-то стабилизировать свои финансы благодаря вмешательству каких-то влиятельных людей. Может быть, с властью договориться, может быть, у вас общие какие-то дела, либо появится какой-то клиент очень хороший, такой стабильный, который будет вашим постоянным, да, и будет постоянно приносить денежки. Либо вы заканчиваете какой-то важный проект и получаете деньги, допустим, всю сумму целиком. И в конце дня у нас туз выпадает жезлов. Посмотрите, у нас сегодня 2 туза, да, то есть все, что будет сегодня происходить, все, что будет сегодня реализовано, оно даст вам такой толчок к развитию. Будет много энергии, будет ощущение, что вы действительно как бы на пороге изменений своей жизни. Да? Может быть, это поездка какая-то, может быть, это новая работа, новые финансы. В общем, у вас будет очень много сил, энергии, даже, знаете, трудно заснуть. Да? Вот вам кажется, что наконец-то ваша жизнь поворачивается вот именно в ту сторону, в какую вы хотели. И смотрите, вот карта говорит о том, что вот этот потенциал, его нужно обязательно в дело пустить. То есть вечером, конечно же, вы не сможете это все реализовать, да, но вот буквально на завтра, со следующего дня нужно обязательно, чтобы вот эта энергия была опущена в дело, чтобы она не просто распылилась куда-то, да, чтобы она пошла на благо вам. Друзья, желаю всем прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.